Доброе утро нашим самым ранним телезрителям. В эфире информационно-развлекательная передача «Утро Калмыкии». С вами Валерия Буваева, и следующие 30 минут будет много интересного. А начнем с утренней зарядки, которая поможет улучшить метаболизм и пробудить организм для новых побед. Здравствуйте, меня зовут Кермен, я инструктор Порт-де-Бра. Порт-де-Бра – это грация, это здоровая спина, это свежий взгляд на мир. Порт-де-Бра – это сплошное вытяжение. Порт-де-Бра также есть партер на полу, есть мячи, бол и ленты, дент. Сегодня я вам покажу с лентами. Ленточку кладем вот так вот на пол и придерживаем ее ногами. И здесь на руки, на ладонь и большим пальцем. Все, ленточка должна быть в натяжении, не слишком туго и, короче, в общем, комфортно. Начинаем. Правой рукой тянем, контролируем ленту все время. Здесь у нас поясница, спина прямая, живот в тонусе, плечи внизу. Хорошо, две руки. Когда мы натягиваем ленту, это хорошо для мышц. Разрабатываются руки, плечи, спина. Округляем спину. Оставляем ленточку в левой ноге. Хорошо. Ротация. Хорошо. Также мы можем ее использовать вот в таком положении. И хорошо для спины. Вдох-выдох. Тело собрано всегда, плечи внизу. Здесь округляем спину. Повороты, наклоны. Лента в легком натяжении постоянно. Всех жду на своей тренировке Порт-де-Бра. Порт-де-Бра – это самое эстетическое направление, самое здоровое. Приходите. Это «Утро Калмыкии» мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях Ревмира Шевкиева, автор и издатель книг и пособий для детей на калмыцком языке. Лариса Куркаева, педагог дополнительного образования детского сада номер 29. И Тамара Азыдова, педагог дополнительного образования детского сада номер 31. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите о вашей сфере деятельности. Больше 10 лет я издаю книги и пособия для детей на калмыцком языке. Все мы знаем, что сейчас очень остро стоит вопрос с развитием калмыцкого языка. Поэтому я считаю, что необходимо издавать пособия, детские книжки для того, чтобы детям было легче изучать родной язык. В этом мне помогают учителя калмыцкого языка. На протяжении 7 лет мы уже с ними плотно сотрудничаем. Лариса Манжиевна Куркаева, Тамара Эрнеевна. Можно у них будет спросить. Вот по поводу, допустим, у нас выходил такой учебник «Минитюрин Даслур».
И Лариса Манжина и Тамара Эрнина непосредственно принимали участие в разработке этой книги. И также в работе в детских садах они используют мои пособия. К примеру, вот «Календарь природы». Как сказала Людмила Борисовна, что мы непосредственно принимали с Ларисой Манжиной в этом пособии, издательстве этого пособия. Вот поэтому в 2014 году вот эта книга вышла. На калмыцком называется «Минитюрин Даслур», а так мой первый учебник. Это пособие очень хорошее, красочное, тем более для детей детского сада. Когда только начинают с 3 лет изучать калмыцкий язык, для них это английский язык считается прям. И они даже не поймут, что калмыцкий учат или английский учат. И они вот путают. Некоторые же ходят дети на кружки английского языка изучают, а мы здесь в саду калмыцкий язык. И вот они даже путают, когда отвечают, и вот то на английском, то на калмыцком говорят. Поэтому дети даже не поймут. И в этом изучении калмыцкого языка вот это пособие очень кстати вышло. Заинтересовались у нас родители. Сразу в 2014 году она выпустилась, сразу она еще с кассетой. Я вот эту книгу, эту пособие применяю как на занятия, допустим, дополнительно, потом дополнительно не занятия, на кружок беру, и потом это пособие я применяю при диагностике детей. И очень хорошее подспорье. Потом работу с родителем, когда проводила, объяснила я, как это пособие можно использовать. Тем более там еще кассета идет. Я говорю, вот детям, когда просто говорю, не надо их сажать, пусть балуются дети, ходят, говорю, включите эту кассету, говорю, диск, сами, говорю, проговаривайте, говорю, и дети заинтересуют. Так и получилось, потому что родители приходили, благодарили. И вначале, конечно, они упирались, что эта книга, у нас есть такие пособия, книги очень много, гордись, не хотели покупать. Потом, когда я им показала, родителям, на родительском собрании, потом у меня есть кружок для молодых родителей, клуб молодых родителей, вот они пришли, я им прям воочию показала, сама рассказала, и вот они заинтересовались. И потом уже эти пособия закончились. У нас как? Один раз выпустились, потом уже не выпускается. Ну и вот они говорят, где? Я говорю, ну нет уже, говорю, надо было сразу покупать. Но тем не менее, конечно, они достали. 18 тем. И вот туда все они вошли, большинство. И там даже и игра есть. И потом мне очень самой даже понравилось, что памятники города Элисты туда вошли. Вот. Даже вот у нас даже некоторые родители даже не знают, где, что, какие. И я вот с родителями тоже проводила по этому поводу. И прямо очень они заинтересовались, и прям все хорошо написано. И на русском, и на калмыцком, потом они на русский переводили, говорю, берите словари, вот как раз будете изучать, говорю. Вот и очень хорошее подспорье, я говорю. Поэтому и до сих пор эта книга у меня есть, я своим внукам взяла. И я даже своим внукам показываю, говорю, что вот такое пособие. Я им говорю, книга такая, я говорю. Они говорят, на каком? На калмыцком. Вот читают же дети сейчас. Вот так. Вот поэтому по этой пособию я хочу рассказать. Еще календарь природы вышел. И вот Лариса наша Куркаева расскажет. Приятно отметить, что в последнее время уделяется большое внимание изучению и сохранению калмыцкого языка. И благодаря тому, что вот энтузиазму Ремиры Борисовны и таких неравнодушных людей, как Тамара Эрниевна, педагоги наших детских садов, работающих в детских садах, в школах, которые уделяют большое внимание изучению калмыцкого языка, сохранению калмыцкого языка. Если вот отдельно сказать о календаре природы, то я бы хотела отметить, что здесь не только вот календарь природы, только состояние отметить, какая же сегодня погода. Здесь можно отметить и 4 времени года, и название 12 животных. Здесь и числа, здесь можно повторить с ними, и день недели на калмыцком языке, и какой же это год. Потом нужно отметить, что вот правильное применение, грамматическая форма предложения, допустим, какая же сегодня на улице погода. Не просто, если мы говорим на русском языке солнечный день, то на калмыцком они правильно не говорят нарн эдер, а правильно произносят грамматическая форма предложения, построение предложения нарта эдер на калмыцком языке, если правильно. И вот ежедневно используем не только мы в детских садах, а все
массовые группы, национальные группы, все используют в группах вот это пособие «Календарь природы». Также хотелось бы отметить, что вот как и Тамара Евгеньевна отметила, мини-интервью дослов, мой первый учебник, тоже мы широко применяем все в работе. Это незаменимый учебник в детских садах или, допустим, в начальном блоке в школах, наверное, да? Или вот карта «Государственная символика Республики Калмыкия», с которой мы знакомим детей, подготовительной группы, старшей группы, дети знакомятся. Как же, это же карта наша, флаг, герб нашей республики, здесь же и гимн. Вот, спасибо, что есть такие неравнодушные люди, хочу сказать, что в последнее время не только вот там говорят, что там какие-то там только в школе, только в детском саду учат, но есть и вот такие же люди творческие, которые неравнодушны, остаются от проблем нашей республики. Такой проблема актуальна в наше время, вот эта проблема изучения калмыцкого языка. Но еще же вот это, вышли же словари, очень прям кстати. Вот эти словари прям кратко, четко, там какие слова изучаем, не такие большие такие словари, а такие маленькие, очень хорошие, удобные. Поэтому, компактно. Поэтому я тоже родителям предлагала, у нас родители взяли и сами начали изучать. И вот даже приходили уже в клуб сами записываться. Вот клуб молодых родителей, они приходили, сами записались и вот хотят изучать. Вот теперь наше такое нынешнее время, настоящее время, когда остро стоит калмыцкого языка, что характерно для нашей молодежи калмыки, они прям хотят изучать. Поэтому они в Хуруле вот бесплатные курсы проходят, да? И это прям очень отрадно, кстати. И вот поэтому вот Радмира Борисовна наша патриот своего народа, я хочу сказать. Поэтому она вот столько выпустила. Я думаю, мы все патриоты. И находит же спонсоров же. Вот поэтому она столько пособий сделала. Вот даже вот алфавит на русском и на калмыцком языках, да, многоразовые прописи. Я бы даже внукам купила. И они очень хорошо помогают поставить руку, они его обводят, и можно многоразово здесь использовать. Можно его стереть и потом другим еще детям передавать. Так и я делаю. Ревмира Борисовна, на что вы опираетесь при создании книг и пособий? Спасибо за вопрос. Хотелось бы сказать, что сейчас, к сожалению, изучение калмыцкого языка уже необходимо проводить как изучение иностранного языка. В связи с этим используем в работе пособия по английскому языку для детей. Все, наверное, знаете, насколько там красочные, яркие картинки, насколько все это просто понятно детям. И вот также хотелось бы издавать такие пособия для наших детей, чтобы заинтересовать ребенка в изучении родного языка. Ну, я посмотрела пособия, и они настолько действительно понятны и заинтересовывают, мне кажется, не только детей, но и взрослых. Да, спасибо. А есть ли какие-то планы на ближайшее, какие-нибудь пособия вы собираетесь издавать? В преддверии нового учебного года мы выпустили русско-калмыцкий, калмыцко-русский краткий словарь. На следующей неделе ожидаем поступления, можете приобрести в книжных магазинах нашего города. Также ко Дню города в конце сентября у нас планируется выпуск настольных игр для детей. Это игра «Путешествие в страну Бумба» по Джангару и вторая игра «Мой родной край» по Калмыкии. Надеемся, что у нас получится выпустить эти пособия ко Дню города. У меня вопрос непосредственно к педагогам. На что стоит обратить внимание родителям при изучении калмыцкого языка? Ну, прежде всего, наверное, родителям самим будет интересно. Если у родителей возникнет интерес к изучению калмыцкого языка, то они, наверное, и, как говорится, запретный плод сладок, но если родители сами заинтересуются, то и дети, наверное, потянутся вместе за родителями, с родителями. Это родители должны вместе с детьми сидеть и или читать, или рассматривать какое-то свободное от работы время, от домашних дел. Или, допустим, перед сном, допустим, сказку какую-то, или там яркую красочную книжку почитать, посмотреть. И тут же можно запомнить какие-то слова, новые слова. И не секрет, конечно, что у нас многие молодые родители плохо владеют языком.
и они сами тоже учатся, насколько, потому что мы, работая в детском саду с детьми, слышим от родителей, они сами заинтересованы в изучении калмыцкого языка. А если у родителей возникнет интерес, то они, наверное, и детей вовлекут в эту интересную страну калмыцкого языка, можно так сказать. И чтобы с детьми учить, нужно не заставлять их, не из-под палки учить, а просто ненавязчиво, в игровой форме как-то проводить, вот тем же мячом будет играть, или той же машинкой, или какими-то современными новыми игрушками играют они, или игру какую-либо. Тут же вставляют слова на калмыцком языке, все, и ребенок, я думаю, что, наверное, и мамы с папами, и дети будут учить. Идеал. Тогда тоже, какой-то да. будет, наверное, сдвиг. Если все вместе, мы все вместе возьмемся учить свой язык. Ну вот, например, я вот предлагаю непосредственно родителям так, что, говорю, не надо насильно прям сажать дома, прямо вот занятия проводить, да. Я говорю, вот, например, вы идете домой, забрали ребенка, идете домой по дороге, пешком или в машине едете. У ребенка спросите, какие занятия сегодня в садике были, чем занимались вообще, играли, спали, кушали только же, говорю. Они говорят, не, занятия были. А какие занятия? Вот, например, калмыцкие они говорят. Вот, ненавязчиво, идем пешком. Я говорю, а какие на калмыцком занятии какие слова учили? Вот они говорят, например, говорят, вот и повторите. Вот даже если они даже забыли, говорю, какая там тема была, о чем мы говорили на занятии, вы просто идите, говорите, вот небо, тенгыр. Я говорю, вот так непосредственно, у них дети запас слов прибавляется, потом они могут предложением говорить. И домой прийти, допустим, сейчас, что греха таить, родители молодые вообще не владеют калмыцким языком. Даже простой юряль они не могут благопожеланий сказать. И поэтому, вот, когда я создаваю этот клуб родителей, молодых родителей, вот приглашаю. И поэтому я им пишу такими большими буквами, да, шрифтом, им раздаю. И вот они читают, говорят, вот, говорю, надо язык ломать и говорить. А за вами дома, если, говорю, будете так говорить, за вами ваши дети будут повторять. А тем более, говорю, утренний чай обязательно надо, говорю, благопожелание сказать. Вот. И ваши дети сидят и на вас смотрят. Самый старший должен сказать, говорю. Вот, а потом вы говорите. Но потом настолько они заинтересовались, особенно когда праздники проходят, да? Особенно Цагансар, Новый год, Зул. Вот они все говорят, Тамарина, дайте нам юряль, дайте благопожелание. Ой, мой Бадмашка так сказал. Ну вот видите, и потом они заинтересовались, и прям бегают теперь, дайте юряль. Вот так мы непосредственно такая обстановки, говорю, и учим. А потом раз, и взяли, говорю, вот эту, например, мой первый ученик, Минитюрин Дарслур, говорю, он такой красочный, говорю. Все, говорю, листайте, говорю. А он пусть сам говорит, а это кто, а это кто? Вот и говорите на калмыцком, говорю, и сами будете учить все. Вот такой форме надо учить. Все идет из семьи. Первоначально семья, потом детский сад, школа. И все это все вместе, если в комплексе будем работать, то, конечно, наверное, будут... Заговорят наши дети. Я надеюсь, что эти пособия действительно помогут подрастающему поколению, что с помощью этих книг, пособий, игр дети будут отвлекаться от гаджетов, меньше будут сидеть в интернете, в телевизор, телефоны и больше читать. Желаю вам процветания, чтобы вы занимались этим дальше, популяризировали калмыцкий язык среди молодежи и даже взрослых некоторых. У вас есть возможность пожелать нашим телезрителям доброго утра. Желаю всем доброго утра. Хорошего настроения. Удачного дня! Друзья, «Утро Калмыкии» продолжает свое вещание на национальном телевидении Калмыкии. На календаре 30 августа, жаркие летние месяцы уже позади. Наступает самое приятное время года – сезон сбора урожая. Хозяйки консервируют летние овощи и фрукты, делают заготовки на зиму. Какие заготовки делают жители Элисты, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, вы делаете закрутки? Ну, нет. Нет, а почему? А потому что я не хочу. Все в магазине можно купить. Не хотите тратить на это время? Не хочу. А может быть, у вас есть родственники, которые делают и Всегда. вам дают? Да. Да. Сестра.
А как вам больше нравятся, покупные или прям такие домашние? Ну, домашние, конечно. Вкуснее они. Ну, конечно. А что вам дают обычно? Помидоры, огурцы? Огурцы, салаты, аджику. Так что я могу и не закручивать, у меня всегда все есть. Замечательно. Хорошие сестры у меня. Вы делаете закрутки? Нет. Вчера я, например, закрыл этот салат баклажановый из 3 килограмма баклажан и 2 килограмма болгарского перца, стакан чеснока и этот стакан уксусный 9% и 2 стакана масла. И все это вскипятил и закрыл в стерильной банке. Вкусно получилось? Очень вкусно. А вы для себя делаете или еще? Для семьи, для дочки и для себя. Посылаю сыну в Москву. А вы только салатики делаете? И салатики, и огурцы с помидорами закрываем. И сами эти помидоры закрываем, и компоты разные сортов. Есть у вас какое-нибудь особенное время или в любое время делаете? В субботу-воскресенье, когда не работаю дома, отдыхаю, тогда делаю, все закрываю. А сколько уходит времени на это? Время ходит часа 4-5. Чуть-чуть. Да, все делаем. Уже начали делать. Сын есть студент взрослый, есть маленький еще дома. Семья, как обычно. Может быть, есть какие-то секретные ингредиенты? Нет, нет. Огурчики хрустящими получаются, когда побольше кладешь хрена, чеснока, листьев смородины и вишни. Нет. Раньше делали, а сейчас не делаем. А почему? Не знаю. Почему не делаем закрутки? Нет времени, я работаю. Мы еще переехали, и там неудобно. На даче удобнее. А может быть, из родственников кто-то делает? Из родственников делают. А какие? Огурцы, помидоры, компоты, Варенье? варенье малиновое. Салатики? Салатики? Не, салатики редко. В Калмыкии стартовал конкурс творческих работ «Мы против терроризма». Участвовать могут молодые граждане в возрасте от 12 до 35 лет, независимо от рода деятельности. Работы принимаются до 20 сентября по нескольким направлениям: рисунок, авторское стихотворение и видеоролик. Темы номинаций – противодействие идеологии терроризма и экстремизма, пропаганда ценностей человеческой жизни, народное единство и увековечение памяти жертв террористических актов. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» и заполнить соответствующие документы. Подробная информация в аккаунтах в соцсетях Республиканского центра молодежи в Инстаграм. О других событиях нашего региона расскажем в информационном блоке. Глава Калмыкии принял участие в 5-м Всероссийском форуме «Среда для жизни. Город и вода» в Нижнем Новгороде. Бату Хасиков посетил пленарную сессию, на которой объявили результаты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект благоустройства парка «Мелодия Каспия» в городе Лагань вошло в число 160 победителей из 307 заявок из 73 субъектов России и получил грант Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Дизайн-проект парка поделен на несколько функциональных зон для семей с детьми, спортсменов, старшего поколения, молодежи. Также обозначены точки для предпринимателей. В целях безопасности территория будет находиться под видеонаблюдением, а в ночное время в парке будет освещение. Проектом предусмотрено комплексное озеленение территории, обустройство пешеходных и велодорожек, пруда с лотосами, строительство фонтана и сцены для проведения праздничных мероприятий, обустройство фотозоны, строительство веревочного парка, детской и спортивной площадок. Победа в конкурсе была достигнута благодаря активному участию лаганцев и качественному оформлению проекта руководством района. При подготовке проектов важно конструктивное взаимодействие и жителей, и глав РМО в жизни своих населенных пунктов, а также грамотная упаковка продукта, отметил глава региона. Также Бату Хасиков встретился с генеральным директором компании Дом.РФ Виталием Мутко. Были рассмотрены предложения по комплексному развитию незастроенной территории в западной части Элисты. Еще одна встреча прошла с председателем Совета директоров Московского центра урбанистики Сергеем Капковым. Стороны обсудили развитие столицы Калмыкии как целостной экосистемы.
Как отметил на пленарной сессии председатель правительства РФ Михаил Мишустин, при строительстве и благоустройстве объектов необходимо работать сообща, относиться с любовью к своему делу и региону. Уверен, что такой подход помогает развить комплексно территории, а также привлекать инвесторов для благоустройства республики, прокомментировал глава региона. В сентябре стартует прививочная кампания от гриппа. Перед здравоохранением региона стоит задача привить не менее 60% населения. По словам главного санитарного врача Джангара Санжеева, прививка от гриппа на фоне эпидемии COVID-19 очень важна. Сочетание двух инфекций в случае заражения и той, и другой – серьезный риск для здоровья. Жители республики, которые уже завершили иммунизацию от коронавируса и после получения второй дозы прошел месяц, будут ждать в прививочных пунктах уже в сентябре. Вышло постановление главного санитарного врача Российской Федерации о прививочной кампании от гриппа, поэтому сейчас мы готовим аналогичный документ с Министерством здравоохранения. Значит, у нас видение такое, что сентябрь-октябрь мы будем прививать население от гриппа. В этом году нам ставят задачу привить не менее 60% населения и 80%, минимум 80% от групп риска. Я напомню, туда входят и работники здравоохранения, образования, сферы услуг, торговли, дети школьного и студенческого, так сказать, возраста, больные с хроническими заболеваниями, беременные и другие контингенты. Значит, мы отводим на это сентябрь-октябрь в связи с тем, что не рекомендуют одномоментное введение вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции. Я все-таки ожидаю определенный спад прививочной кампании от коронавирусной инфекции. Но призываю, значит, с момента получения прививки от гриппа через месяц сделать прививку от коронавирусной инфекции. Или наоборот. Сегодня группа школьников отправилась в Анапу для участия в полуфинале всероссийского конкурса «Большая перемена». Калмыкия представляет 18 учащихся образовательных учреждений республики. Все они успешно прошли отборочные испытания. Теперь полуфиналисты со всей страны будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Ребят также ожидает насыщенная образовательная программа и встречи с состоявшимися профессионалами в сфере науки и технологий, искусства и медиа. В прошлом году я прошла в полуфинал, в этом году я тоже прошла в полуфинал. Для этого предстояло выполнить ряд заданий. Первым этапом стало тестирование, в которых проверили нашу вербальную и невербальную логику, а также наши креативные способности. После чего мы уже делали этап «Представь себя», в котором ребятам предоставлялось задание представить себя в форме эссе, видеовизитки, а также приложить свои дополнительные материалы, которыми они могут, так сказать, похвастаться. Я создал собственную платформу, на которой каждый ученик сможет выразить свое мнение, не боясь критики со стороны учителей. Мой проект оценили в 190 баллов из 200. Почти я набрал максимум, но жалко, что не набрал максимум. Пройдя в полуфинал, я набрал 298 баллов из 350 возможных. Ждали очень результатов, волнительно было, потому что большая конкуренция и страшно было не попасть. Но в итоге все сложилось, конечно, удачно, и едем на полуфинал. Большая перемена проходит уже второй год подряд под патронажем президента страны Владимира Путина. Организаторы проекта – некоммерческая организация «Россия. Страна возможностей», Роспатриот-центр, Министерство просвещения и Российское движение школьников. 12 октября состоится Всероссийский экономический диктант-2021. Организаторы мероприятия – Вольное экономическое общество России. Главная цель общероссийской образовательной акции – повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп. Диктант пройдет в формате онлайн на официальном сайте проекта. Наш утренний эфир подошел к концу. Всем желаю хорошего начала недели. Пока-пока.